Добрый день, дорогие друзья! Мы с вами находимся в Национальном музее Удмуртской Республики. Меня зовут Александр, я сотрудник музея. И сегодня нам хотелось бы рассказать вам лекцию о истории ижевских мотоциклов, знаменитой марки Иж. Эту тему мы выбрали не случайно, поскольку именно в текущем году отмечается 135-летие со дня рождения создателя ижевских мотоциклов Петра Владимировича Мажарова. А также уже в следующем году мы будем отмечать еще и 95-летие его первого мотоцикла Иж-1, самого первого опытного мотоцикла в ижевской линейке. Давайте начнем с самого начала. Петр Владимирович Мажаров – это легендарный создатель ижевских мотоциклов, вообще самых первых мотоциклов в Советском Союзе, инженер-конструктор. Он родился еще в конце 19 века в Тамбовской губернии, в имении Саюкино. Его родители были из дворянского сословия, а дяде принадлежали пороховые кирпичные заводики. И будучи еще совсем маленьким ребенком, Петя Мажаров, он уже подавал такие признаки будущего выдающегося конструктора. В нем уже был талант изобретателя. Он помогал дяде на заводах работать, затем он после окончания гимназии поступает в техническое училище, заканчивает его успешно, и перед ним встает вопрос о том, где продолжать учиться, где строить карьеру инженера. Он выбирает Германию, институт, или на тот момент он назывался еще такой вот высший технический институт или техникум в городе Митвайда, Германия. Так вот он выглядел. Почему именно Германия? На тот момент, в начале 20 века, Германия считалась одной из наиболее технически продвинутых европейских стран. И молодой Петр Мажаров отправляется туда учиться. Он успешно оканчивает теплотехнический факультет в Митвайде и начинает работать. Возвращается он на родину, обратно в Российскую империю, как раз накануне Первой мировой войны. Это был 1914 год. Сначала Петр Мажаров работал на заводах у себя на родине, на Тамбовском заводе. Его там очень ценили и уважали. Во-первых, он был очень умным и талантливым инженером, а во-вторых, он еще и какие-то нововведения, изобретения вводил в строй, то есть совершенствовал процесс производства, изобретал какие-то новые котельные, мастерские, топки и так далее. Вот. Но сегодня речь не об этом. И когда произошел переворот в стране, Российская империя распалась, образуется Советский Союз, приходит новая советская власть, Петр Мажаров решает остаться в стране и работать на благо Родины в дальнейшем. Он уезжает из Тамбовской губернии, и в начале 1920-х годов он поступает на работу на Ижевские оружейные сталелитейные заводы здесь, в городе Ижевске. Вот так вот на фотографии, как можем видеть, выглядел Ижевский оружейный сталелитейный завод в начале прошлого 20 века. И именно вот на базе этого завода по инициативе Петра Мажарова и создается самая первая опытная мотосекция вот в правом крыле завода, где и начали с 1929 года производиться первые опытные модели ижей. Вот. Но об этом сейчас я скажу поподробнее. После того, как Петр Мажаров прибывает на Ижстальзаводы, он начинает работу простым инженером-конструктором, простым специалистом. Но постепенно он выдвигает инициативы о создании нового, самого первого в России мотоциклетного завода именно на базе оружейных сталелитейных заводов в Ижевске, потому что уже была вся необходимая техническая, промышленная, ресурсная база здесь отработана. Поскольку попытки какие-то создать мотопроизводство еще в Российской империи в годы Первой мировой войны предпринимались в Москве на велозаводе «Дукс»,
И, в принципе, эта идея была не новая. Вопрос стоял лишь о том, развивать ли автомобильное или мотоциклетное производство. То, конечно, начальство к этой идее прислушалось. И в 1927 году Петр Мажаров был отправлен опять же, по обмену опытом в командировку в Европу, в Германию, где он жил и учился в молодости, в студенческие годы. Петр Мажаров во время командировки обкатывает большое количество мотоциклов различных марок, различных производителей, более 20 единиц, и наматывает сотни тысяч километров по знаменитым европейским и немецким дорогам-автобанам. И приходит к выводу, что постройка машин и мотоциклов по европейскому образцу для Советского Союза не подходит. Они слишком хрупкие и недолговечные, они не выдержат отечественного бездорожья. И решает начать с строительства с мощных внедорожных армейских мотоциклов. И вот в 1928 году был разработан проект, чертеж первого мотоцикла, впоследствии ИШ-1. Вот. А также Петр Мажаров разработал концепцию, сделал чертеж будущего Ижевского мотозавода, такого отдельного предприятия. В 1929 году мотоцикл ИЖ-1 уже в металле увидел свет. 17 сентября 1929 года считается днем рождения первого ижевского мотоцикла. И одновременно с ним в том же году выпускается целая серия первых опытных ижевских мотоциклов. Это ИЖ-2, также армейский тяжелый мотоцикл. И в дальнейшем были выпущены ИЖ-3, ИЖ-4, ИЖ-5, уже более легкие дорожные. Все они были выпущены в единственном экземпляре. Они не были серийными. Давайте посмотрим, как они выглядели. Вот непосредственно мотоцикл ИЖ-1. Это был специально разработанный для Красной Армии мотоцикл с коляской. Он предполагал бронирование, то есть мог бронироваться. Был очень тяжелым, минимум 300 килограммов, это даже без коляски. И предназначался, в принципе, для внедорожных поездок, для бездорожья. К нему можно было также добавить зенитный пулемет, скорее всего, к коляске. Вот это единственный мотоцикл, самый первый, он сохранился в единственном экземпляре, и в наши дни его можно увидеть вот в таком же вот облике, без коляски, у нас в городе Ижевске. Он находится на хранении в экспозиции музея завода «Ижмаш». Сам Петр Мажаров был не только теоретиком, инженером-теоретиком, конструктором, он был еще лично испытателем новой техники, первым мотоциклистом в городе Ижевске и мотоиспытателем. Например, еще до изобретения первого ижа он лично участвовал в мотопробегах в всесоюзном в 1928 году, например, восстанавливал западные мотоциклы, например, вот такой английский мотоцикл «Стивенс», был самым первым мотоциклистом Ижевска, и вот на этом мотоцикле под номером 1 он был зарегистрирован, и он катался по Ижевску. Также он участвовал и в первых всесоюзных мотопробегах. Вот здесь вот он изображен на фотографии на мотоцикле Неандер 500. То есть он был не только изобретателем отечественного мотопрома, но и в том числе мотоциклистом-испытателем каких-то западных моделей, зарубежных в том числе. Тоже любопытный такой был момент. Во время командировки в Германию он сотрудничал с немецкими коллегами из BMW, концерн BMW ДКВ, и за это они ему подарили собственный личный мотоцикл BMW, который он также использовал на практике, на нем ездил. Вот, он лично также обкатывал и свое детище. Это первый ижевский мотоцикл ИЖ-1. Вот Мажаров на фотографии. Вот его ИЖ-1. Но, к сожалению, Петр Владимирович Мажаров прожил недолгую жизнь, очень яркую, но недолгую жизнь. В 1934 году, вот, будучи на пике своей карьеры инженера, конструктора,
он внезапно умирает. Почему так произошло? Тут есть разные мнения. Дело в том, что он многие годы посвятил работе над строительством и мотозавода сначала в Ижевске, опытного мотозавода, потом он работал и в других городах, в Москве, Ленинграде, строил мотоциклы и гражданские, и армейские. На ИЖ номер 1, конечно же, его работа не была закончена. И свой первый отпуск за многие-многие годы он получил вот только в 1934 году, после того, как один из его опытных мотоциклов, это Nati А750, был показан в Москве на выставке достижений народного хозяйства Советского Союза. Конечно же, вот советское правительство оценило талант инженера, его конструкторские разработки, и поощрило его отпуском в город Сочи. Туда он отправился по всесоюзной путевке. Вот именно там он и погиб до сих пор при невыясненных обстоятельствах. Его семье была отправлена телеграмма с извещением о его самоубийстве. Но, проводив последний путь Петра Владимировича Мажарова, его семья, друзья и коллеги по мотозаводу, конечно же, не остановились в работе. Они продолжили дело его жизни. И в 1933 году открывается в Ижевске уже не опытный, а первый завод по производству серийных мотоциклов. Давайте посмотрим, как он выглядел. Вот на этой фотографии начала 30-х годов ранние корпуса с цехами Ижевского мотозавода, еще до военного строительства. В дальнейшем он, конечно же, достраивался, перестраивался. Это вот одни из самых ранних фотографий начала 30-х годов. Еще при жизни Петра Владимировича Мажарова разрабатывались первые серийные мотоциклы, например, ИЖ-7. Он лично приложил руку к его разработке. Этот мотоцикл ИЖ-7 стал первым мотоциклом, который участвовал в женском мотопробеге, советском женском мотопробеге. Это происходило в 1936 году. Давайте посмотрим на фотографии, как этот мотоцикл выглядел. ИЖ-7 начал линейку мелкосерийных мотоциклов. В дальнейшем это были ИЖ-8, ИЖ-9 и ИЖ-12. Это был первый мотоцикл в линейке до военной серийного производства. Именно вот на нем в 1936 году произошел первый женский мотопробег при участии ижевских мотоциклисток. Кто были эти женщины, девушки? Это были сотрудницы, работницы Ижевского мотозавода и, соответственно, жены его руководителей и работников. На фотографиях можем посмотреть, как они выглядели. В июле 1936 года для того, чтобы привлечь дополнительные средства до финансирования, до развития Ижевского мотозавода, привлечь к нему внимание правительства, привлечь внимание к новым образцам, моделям мотоциклов, для того, чтобы испытать их в деле, так сказать, в дороге. 16 женщин и девушек, в том числе жена начальника завода, жена директора Ижевского мотозавода Анна Чекмарева и ее маленький сын, подросток Андрей Чекмарев, отправились в мотопутешествие, мотопробег от Ижевска до Москвы и обратно. В пути, как видим на фотографии, они встречались с участниками других пробегов, например, конного пробега и автопробега, и успешно этот пробег совершили. Этому предшествовала значительная подготовка в Ижевске, в парке отдыха и культуры. Они получали мотоправа, сдавали нормы ГТО, готов к труду и обороне, а также получили значки ворошиловского стрелка, то есть проходили занятия по стрельбе. Подготовка в целом была пройдена успешно, и женщины этот пробег совершили. В Москве их лично по прибытии встречал народный комиссар тяжелой промышленности Советского Союза Серго Орджоникидзе. То есть ему был представлен мотоцикл, тот самый ИЖ-7, на котором девушки совершили этот мотопробег. Он его оценил, и такая вот фотография осталась на память.
То есть в центре фотографии нарком Серго Орджоникидзе, вокруг него участницы мотопробега. Серго Орджоникидзе был настолько удивлен таким поступком ижевских женщин, героическим, выдающимся, что предложил им какую-то помощь, какой-то подарок. И они попросили у него построить первый в Ижевске детский сад. И спустя 2 года после пробега в 1938 году первый Ижевский детский сад, ныне детский сад номер 9, был построен в городе Ижевске. Вот один из практических результатов этого первого женского мотопробега, тоже до сих пор в нашей истории прослеживается. Но, к сожалению, 30-е годы серийное производство ижевских мотоциклов было прервано, поскольку началась Великая Отечественная война. Последним довоенным мотоциклом должен был стать ИЖ-12, однако в 1941 году производство мотоциклов было свернуто и эвакуировано в город Ирбит. На базе Ижевского мотозавода, как видим на этой фотографии, было развернуто эвакуированное в Ижевск производство станковых пулеметов системы «Максим». Здесь вот цех, где комсомольцы изготавливают стволы к пулеметам. И, в принципе, производство продолжалось в течение всей Великой Отечественной войны. Также производились и другие оружейные системы и детали к ним, например, детали для ракет и установок системы «Катюша», гвардейских минометов. Также в годы Великой Отечественной войны заводчане, работники Ижевского мотозавода вносили свой вклад, конечно, в победу над фашистской Германией. И вот один из любопытных снимков сохранился. В 1943 и 1944 году Ижевский мотозавод и его коллектив посещала герой Советского Союза, снайпер Людмила Павлюченко, герой обороны Севастополя. На фотографии она сидит в середине, на первом ряду. И также ижевские мотоциклы, ну и, конечно, в целом советский мотоцикл внес свою лепту, свою роль в дело победы, поскольку мотоциклы участвовали в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны, как видим вот на этих фотографиях. А если говорить про конкретные модели, то в частности мотоцикл ИЖ-8, вот эта модель мотоцикла ИЖ-8, еще довоенная, она принимала участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в качестве мотоцикла разведывательных частей, частей связи, а также тылового обеспечения. Но Великая Отечественная война заканчивается в 1945 году, и начинается снова мирное строительство, промышленное строительство. Благодаря репарациям немецких технологий, вывезенных из Германии, благодаря в том числе умам немецких инженеров, которые были вывезены в Советский Союз и работали здесь, в Ижевске, на мотопроизводстве, удалось начать строительство уже массовых серийных мотоциклов. В 1946 году на базе технологий немецкого концерна Автоюнион, ныне это концерн Audi, был выпущен первый послевоенный мотоцикл. Называется он ИЖ-350. Он был построен на базе модели ДКВ НЦ-350, практически точная копия. В дальнейшем все ижевские мотоциклы являлись уже полностью оригинальной советской разработкой. В 1956 и 1958 годах свет увидели гражданские модели, соответственно, ИЖ-56 и ИЖ-58. И впоследствии из них вырастают самые знаменитые, наверное, вот эти линейки ижевских мотоциклов под названием ИЖ-Планета и ИЖ-Юпитер. Давайте посмотрим, как они выглядели. Вот, например, в этом альбоме мы можем увидеть, как выглядел мотоцикл ИЖ-Юпитер, одной из первых серий, первой и второй серии с коляской, который выпускался в конце 50-х, начале 60-х годов. Такой заводская окраска была у него красивого зеленого, светло-зеленого цвета.
И в дальнейшем вот эта серия Иж-планета, Иж-Юпитер, она получила развитие. И вот одни из последних моделей, которые мы можем увидеть, в том числе и на нашей выставке, где мы сейчас находимся, это Иж-Юпитер 5, Иж-Юпитер 6. Также можем посмотреть, как выглядят сейчас миниатюрные модели. Иж-Юпитер 3 с коляской в том самом красивом таком зеленом бирюзовом цвете заводском. Послевоенное строительство в основном, конечно же, имело не военный характер, а именно мирный. Очень сильно масштабно развивался спорт, особенно мотоспорт в Советском Союзе. Поскольку после войны преобладало именно массовое строительство, вплоть до окончания работы Ижевского мотозавода и распада Советского Союза, то мотоцикл Иж, марки Иж, стал своеобразным символом, атрибутом в жизни практически каждой семьи, каждого гражданина Советского Союза. Выпускались модели самой разной направленности. Это были и модели гражданские, как вот мы уже увидели, для сельского хозяйства, для передвижения по городу и за городом. В том числе производились массово и спортивные модели. Давайте посмотрим на фотографиях, как они выглядели. В Советском Союзе и довоенном, и послевоенном была очень сильно развита спортивная система, особенно технические виды спорта, это автогонки, мотогонки. Существовали специальные мотошколы в системе ДОСААФ, которые готовили детей, подростков, юниоров для и всесоюзных и зарубежных соревнований. В Ижевске тоже такая школа была представлена, очень сильная. Одним из ее представителей является очень известный, такой легендарный советский спортсмен Сергей Григорьевич Чирцев. Вот он на этой фотографии с наградами представлен. Он жил и работал в Ижевске с начала 60-х годов. Сначала он работал на заводе «Ижмаш», где, собственно, и было сосредоточено авто- и мотопроизводство послевоенного времени. Он работал простым сотрудником, сначала слесарем, потом испытателем, и впоследствии он стал многократным чемпионом и Советского Союза, и впоследствии Европы, и чемпионом мира. И даже в его карьере дважды ему присуждался титул Международной Федерации мотоспорта «Лучший гонщик, лучший мотогонщик мира». Он является почетным мастером спорта Советского Союза и заслуженным тренером. Очень много именно побед и на всесоюзном, и на международном уровне он привнес в копилку ижевского мотоспорта. И уже будучи на пенсии, получил звание почетного гражданина города Ижевска за вклад в развитие советского и ижевского спорта. Вот на этой фотографии Сергей Чирцев изображен как раз во время одной из мотогонок на своем кроссовом мотоцикле. Он принимал участие в самых различных соревнованиях, как мотокроссовых, так и в многодневных мотосоревнованиях, в гонках по льду, они называются спидвей. В общем, он был универсальным спортсменом, и таких вот мастеров спорта наша Ижевская мотошкола в советские годы подготовила очень-очень много. Это всего лишь один из многочисленных примеров. Производились в послевоенное советское время, это 60-е, 70-е, в дальнейшем 80-е годы. Вот, например, такие спортивные модели, как мотоцикл вот ИЖ-К-11, серия К, то есть кроссовый мотоцикл, специально предназначенный для гонок по внедорожным трассам, по грязи и грунту. То есть он отличается от гражданских моделей хорошей амортизацией и шипованными колесами, мощной резиной, и возможностью совершать даже довольно резкие маневры, опасные маневры и даже прыжки. На нашей выставке тоже можно увидеть образцы спортивных мотоциклов, например, ИЖ-М11 для многодневных соревнований, которые проводились в том числе и за границей по маршруту Париж-Дакар в
всемирных соревнованиях участвовали наши мотоциклисты в ралли. А также у нас сохранились кроссовые модели, например, ИЖ 6 216 более ранней серии. И вот можем увидеть в миниатюре такой вот мотоцикл ИЖ 7 205, ну, более поздней серии, это конец 80-х годов. В советское время Ижевский мотозавод снабжал спортивными моделями мотоциклов как детские и подростковые, юниорские школы. Производилось около 3000 мотоциклов спортивного образца в год. Большинство именно для обучения спортсменов. Остальные шли на поставки в другие города и также в том числе для участия в соревнованиях именитых профессиональных спортсменов. Бывали даже случаи, когда индивидуально для них производились под заказ их собственные личные мотоциклы. Конец эпохи 80-х, начало 90-х годов, это уже конец эпохи Советского Союза. Это, к сожалению, и постепенное угасание советской промышленности. Но, тем не менее, 1970-е годы, еще до распада Советского Союза, Ижевский мотозавод был модернизирован. На базе Ижевского машиностроительного завода был построен новый комплекс по производству мотоциклов МСК-14. В 1978 году он был уже полностью построен и введен в строй. Вот на фотографии панорама строительства показана. Этот завод, новый завод, позволял использовать подвесное конвейерное оборудование и производить более 450 тысяч мотоциклов в год. Это и было самое настоящее массовое советское мотопроизводство. Но говоря о том, что ижевский мотоцикл был не только советским, он был еще и всемирно известным. Можно вспомнить такой факт, что в начале 70-х годов прошлого века в Ижевском цирке выступал тоже очень известный, знаменитый дрессировщик Иван Кудрявцев. На фотографии он на мотоцикле ИЖ, и его медведь, ручной медведь, его дрессированный по кличке Гоша. Он тоже был обучен катанию на мотоцикле, и вместе они выступали на арене Ижевского цирка. И даже впервые в истории этот медведь получил от ГАИ права на управление мотоциклом. Современный Ижевский государственный цирк, цирк Удмуртии, имеет вот такую эмблему. Не случайно, потому что на ней изображен именно тот самый медведь на мотоцикле ИЖ. С тех пор он стал символом Ижевского цирка. Таким образом, мы можем сказать, что ижевский мотоцикл был не только военным, гражданским атрибутом, не только атрибутом промышленности и средством передвижения, он был еще и культом, своего рода культом, особенно среди советской молодежи. В конце 80-х годов, в начале 90-х годов, в период перестройки, советская молодежь очень любила рокерскую, байкерскую субкультуру. Новые веяния Запада поступали в Советский Союз. И, соответственно, новые модели, такие как, например, Иж-Планета 5, Иж-Юпитер 5, Иж-Планета Спорт, были очень популярны среди советской и впоследствии российской молодежи. Формировалось новое веяние, новая субкультура, молодежная байкерская субкультура, по примеру западной. И особенно такими сильными отпечатками в нашей культуре остались мотоциклы модели Harley-Davidson, марки Harley-Davidson из Америки, и в том числе японская, наверное, Yamaha. Именно их технологии применялись при строительстве новых каких-то экспериментальных и концептуальных моделей, которые выпускались на Ижевском мотозаводе в 1990-е годы. Давайте я покажу вам некоторые из них. Это был именно время расцвета и слияния и советского, российского мотопрома и западных технологий. Вот некоторые из образцов
работы ижевских конструкторов в 90-е годы. Например, это мотоцикл ИЖ PS Rotax 650. Это продолжение развития мотоцикла ИЖ Планета Спорт. Выполнен он в стиле форм-факторе спортбайка с кубатурой 650 кубических сантиметров. Очень мощный, быстрый мотоцикл, но он выпущен был в единственном опытном экземпляре. И, к сожалению, в серийное производство не пошел. Вот так этот мотоцикл выглядел на дизайнерских разработках. Он разрабатывался в специальном конструкторском бюро Ижевского мотозавода. Еще выпускались мотоциклы, вот, например, такого плана, дорожные, ИЖ Орион, например, он выпускался. Выпускались подростковые и юниорские мотоциклы, например, ИЖ Кросс 50, а также совсем маленькие детские электророллеры, мотороллеры под названием Ижик. Можем вам представить такой мотороллер. Он находится у нас на выставке. Вот так вот он выглядит. Электромотороллер Ижик на аккумуляторных батареях. В советское время, в принципе, его мог себе позволить взрослый родитель и купить его своему ребенку. Начало 2000-х годов – это уже спад мотостроительства, его практически завершение. Одной из последних моделей в линейке ижевских мотоциклов стал, наверное, единственный мотоцикл в стиле Factory Chopper на основе американских технологий. Он называется ИЖ Юнкер. Он производился в конце 90-х, в начале 2000-х годов малой партией, несколько тысяч мотоциклов. В основном они были отправлены в центральные регионы, в Москву, и служили в качестве дорожно-патрульных мотоциклов, дорожно-патрульной службы. Но, в принципе, их до сих пор можно увидеть и в частных коллекциях, и коллекциях музеев. Один из таких мотоциклов, принадлежащий Ижевскому мотосообществу, находится и в нашем музее на выставке «Ижевские мотоциклы». К 2008 году производство мотоциклов на Ижевском мотозаводе «Аксион», к сожалению, было свернуто из-за экономических проблем. Но тем не менее история ижевской марки, ижевской линейки мотоциклов до сих пор жива. Ее можно очень много где встретить. Не только в Ижевске, но и в России. В принципе, и в зарубежье есть поклонники этой марки. И хотелось бы в конце нашей лекции показать вам фотографию, на которой изображен памятник Петру Владимировичу Мажарову и его первому мотоциклу. Вот на этой фотографии изображен макет памятника, выполненный художником Денисом Никоновым. На макете ИЖ-1 с коляской и Петр Мажаров в седле. По легенде, когда он еще был инженером на Ижевском оружейном строительном заводе в 20-е годы прошлого века, он катал в коляске своего мотоцикла своего ручного волка по прозвищу Гришка. Такая легенда до сих пор распространенная вот среди еще жителей Ижевска 20-е годы прошлого века сохранилась и до сих пор жива. На этом наша лекция